Здравствуйте, меня зовут Мириков Артемий, и в рамках нашей сегодняшней встречи мы познакомимся с биографией прославленного человека, полководца, известного военачальника времен Великой Отечественной войны, великого сына остинского народа, дважды Героя Советского Союза, Героя Монгольской Народной Республики, генерала армии Иса Александровича Плиева. Иса Плиев родился 25 ноября 1903 года в селении Владимировское, ныне селение Старо-Батако, правобережного района нашей республики. Плиев родился в семье бедного остинского крестьянина Агыша Александра Плиева. Семья была большая. Помимо Плиева там еще было две младшие сестры и младший брат. В силу своих физических возможностей, как вспоминал сам Иса Александрович Плиев, с раннего детства он старался помочь матери и отцу управляться с хозяйством. То есть он косил сено, убирал урожай, сеял, ездил за дровами, пас скотину. Мечтал он и о настоящем скакуне. Это была его самая заветная мечта, потому что кавалерист Плиев, если можно так выразиться, породнился с конем с самого раннего детства. Как я уже сказал, Батако славилась своими лошадьми, так как там занимались коноводством, и часто устраивались разного рода конные состязания и скачки, на которые съезжались не только лучшие всадники Джигита и Осетии, но и также приезжали наездники из Ингушетии, Чечни и Кабарды. С раннего детства Плиев видел, иногда даже участвовал в таких скачках. Семья жила очень бедно. Мечтой отца было дать детям образование. Как вспоминал сам Плиев, отец говорил матери Аминат Игнатьевне: «Учить сыновей надо, чтобы жизнь понимали, чтобы стали людьми». А когда появилась возможность заработать денег побольше, отец Плиева, как и многие его земляки в то время, подался на заработки в Америку. В частности, он работал в Канаде. Многие остины тогда уезжали на заработки в Соединенные Штаты, в Канаду, в Австралию. Плиеву не было полных 9 лет, когда его отец погиб во время обвала шахты. И все тяготы легли на плечи маленького Иса Плиева, который остался самым старшим в семье. Он стал помогать матери, но братья отца, Муса и Зараби, все-таки решили осуществить заветную мечту своего брата и дать образование. По их ходатайству Плиев был устроен во второе Владикавказское реальное училище. Надо сказать, что в мемориальном доме музея Иса Плиева на улице Бородинской экспонируется очень интересный документ. Это прошение вдовы жительницы селения Владимирское Аминат Плиевой о том, чтобы ее сыну платили горскую стипендию. Прошение датировано сентябрем 1914 года. Как вспоминал сам Иса Плиев, поначалу ему было очень тяжело учиться, так как он практически не знал русского языка. Видя талант, видя стремление к знаниям, ему помогла учительница Елизавета Аполлоновна Пахомова, которая разглядела в нем, собственно говоря, талант и жажду знаний, и долгое время они занимались, она уделяла ему очень много времени. Он стал изучать иностранные языки. В реальных училищах очень много времени уделялось изучению точных наук, таких как математика, тригонометрия, физика. Также Плиев изучал словесность и очень любил историю. По воспоминаниям Плиева, тогда шла Первая мировая война. И многие мальчишки хотели тайком пробраться в эшелон и вместе с солдатами отправиться на фронт, чтобы их наградили Георгиевским крестом, как тогда говорили, получить Егория. Плиев тоже об этом мечтал быть кавалеристом еще тогда, но учительница ему говорила: «Учись, Исайка, учись, и на твой век войн хватит. Вот когда выучишься, скоро будет новая война, народная, и пойдешь ты на войну образованным солдатом». Может быть, это его и удержало, а то кто знает, может быть, еще Плиев стал юным героем Первой мировой войны. В 1917 году свершилась Великая Октябрьская революция. Плиев к тому времени окончил 5 классов реального училища. Надо сказать, что по воспоминаниям одноклассников, Плиев не только учился, но и на каникулах летом старался помогать своей матери, очень много батрачил на местных алдаров. Плиев после революции, когда были упразднены реальные училища, возвращается домой. И весной 1918 года на селение Старо-Батако обрушилось страшное несчастье.
Вооруженные бандформирования националистов окружили село. Они практически сожгли село, разрушили церковь, убили священника. Плиев вспоминает, что они очень выгодно расположились, установив пулеметы на возвышенностях, закидали гранатами и сожгли дома крестьян. Дело в том, что в основном мужчин, которые могли бы защитить свои дома, свои семьи, в этот момент в Батако не оказалось, так как поступила ложная информация, что националисты хотят устроить набег населения Ольгинска. И поэтому мужчины отправились на подмогу ольгинцам, в то время оголив, если можно так сказать, свои тылы. Страна была фактически разделена на два лагеря, то есть белых и красных. Но надо понимать, что на Кавказе это был вообще бурлящий котел. Это были и белые, и красные, националисты, казаки, просто контрреволюционно настроенные бандиты, разные шайки. И тогда, весной 1918 года, стоя на пепелищах родного села, Плиев понял, что он должен постоять за свой дом, за свою семью и записаться в рабоче-крестьянскую Красную армию. Плиеву на тот момент было всего 15 лет, и поэтому его не взяли в армию. Позволю себе зачитать воспоминания Плиева. 1 марта 1922 года стал для меня счастливым днем. В этот день меня благословил в ряды Красной армии комиссар отряда особого назначения отдельной Кавказской армии товарищ Николаев. Не помню его имени и отчества, но я благодарен ему по сей день. Он дал мне путевку в новую жизнь. Отряды или части особого назначения – это специальные части, которые должны были оказывать помощь органам советской власти по борьбе с контрреволюцией. Плиев вступает в части особого назначения. Ровно год он пробыл рядовым бойцом отряда особого назначения, участвовал в операциях по ликвидации остатков Деникинской армии и бандформирований на территории Северного Кавказа. Командиры отряда сразу разглядели в бойце Плиеве очень талантливого и способного не только бойца, но и командира, и поэтому решили направить его на учебу в Ленинград. В июле 1923 года Иса Плиев поступил в Борисоглебскую кавалерийскую школу, которую в 1926 году окончил с отличием. Надо сказать, что в Ленинграде произошли таких два ключевых события. Как писал в мемуарах Плиев, Ленинград, колыбель Великой Октябрьской революции, произвел на меня большое впечатление, и поэтому я решил вступить в партию большевиков. Это первое такое крупное событие в начале жизненного пути полководца Плиева. И второе событие – это знакомство с будущим другом, также военачальником Львом Михайловичем Даватором. Они подружились в Ленинградской кавалерийской школе, и дружба их связала навсегда. После того, как он окончил школу с отличием, в том же 26 году он назначается курсовым командиром Краснодарскую горских народностей школу. Там он и знакомится со своими земляками, будущими генералами, героями Советского Союза, также прославленными полководцами Георгием Ивановичем Хитагуровым и Хаджомар Джоровичем Мамсуровым. В 1930-33 году Плиев слушатель военной академии имени Фрунзе. На тот момент Плиев был женат, его супругой стала уроженка селения Катгарон Екатерина Давыдовна Чехоева. С июня 1936 года по декабрь 1938 года Плиев находился в правительственной командировке в Монголии. Он был инструктором объединенного училища в городе Уламбатор, но фактически Иса Плиев участвовал в создании и формировании профессиональной монгольской армии. Правительство Монголии высоко оценило работу полковника Плиева, наградив его орденом Полярной звезды. Это был его самый первый орден. Надо сказать, что монголы помнили об этом всегда. Помнили они и в 1971 году, когда Плиеву было присвоено почетное звание Героя Монгольской Народной Республики. После Монголии в 1939 году полковник Плиев участвует в походе по присоединению Западной Белоруссии. В 1940 году Плиев слушатель военной академии Генерального штаба имени Ворошилова, которую досрочно ему пришлось окончить в июне 1941 года. Плиев вспоминал, что
Утром он встал чуть ли не с первыми лучами солнца. Это было воскресенье 22 июня 1941 года. Он вспоминал, как он пешком шел в академию, прошелся по знакомым улицам. В академии он побеседовал со своими друзьями, взял нужную ему литературу и карты из библиотеки и зашел в аудиторию. Вдруг он услышал, что кто-то бежит по коридору, и Плиев про себя подумал, кто же это так бесцеремонно нарушает священный порядок академии. Но тут в аудиторию зашел один из командиров и сказал: «Товарищи, началась война». Внимание! Говорит Москва. Сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Плиев переживал, что так как он слушатель академии, его могут не отправить в штаб. Но через пару дней его вызвали в генеральный штаб. Как он вспоминает, он зашел в кабинет. В кабинете сидели два маршала Советского Союза. Это Климент Ворошилов и Борис Шапошников. Они спросили Иса Плиева, сколько часов ему понадобится на сборы. Плиев выпалил, что через 2 часа он будет готов. Тогда Плиеву было приказано отправиться на Северный Кавказ, на Кубань, где в Армавире уже начала формироваться 50-я казачья дивизия. Сразу же после того, как дивизия была сформирована, 50-я отдельная кубанская кавдивизия была брошена на Западный фронт. Начали свой боевой путь казаки Плиева под Смоленском. Часто устраивали они рейды в тыл противника. Надо понимать, что уже даже к началу 20 века кавалерия изжила себя как род войск, и это показала Первая мировая война с развитием огнестрельного оружия, когда появились первые пулеметы, автоматы, когда стали строить и возводить заградительные сооружения, когда появились танки, бронемашины. И во многих армиях мира еще в Первую мировую войну кавалерия использовалась только в качестве разведки. А именно в Красной армии конь и всадник — это были единая целая боевая единица, которые были очень маневренными, очень быстрыми, в отличие от техники, потому что лошади не требовалось горючее, потому что конь может пройти болото, может пройти леса, может реки пройти. И поэтому от кавалерии, как от рода войск, в Красной армии даже на начало Великой Отечественной войны не отказались. Надо сказать, что с августа по декабрь 1941 года казаки Плиева совершали рейд по тылам группы армии «Центр» в районе Смоленска и Подмосковья. Там же вместе с казаками Плиева сражались и казаки под командованием Льва Михайловича Даватора, друга Плиева. За успехи в сентябре 1941 года полковники Даватор и Плиев были произведены в генерал-майоры. Действительно, как вспоминает и дочь Даватора, и подчиненные Плиева с Львом Михайловичем связала настоящая мужская дружба, и боевые действия лишний раз это подтвердили. К сожалению, 19 декабря 1941 года недалеко от деревни Палашкино, район Кубеньки, Подмосковья, на берегу реки Руза, пулеметной очередью был убит генерал-майор комдив Даватор. Плиеву об этом доложили. По воспоминаниям очевидцев, Плиев был в соседнем селе, он прискакал и долгое время смотрел на бездыханное тело своего друга, после чего он снял с себя бурку и накрыл Льва Михайловича Даватора. Через несколько дней Даватор был представлен и награжден званием Героя Советского Союза. Сохранились документальные кадры Плиева под Москвой. Как он вспоминал, 7 ноября 1941 года, в ночь на 7 ноября, выпал очень сильный снег. И бронетехника вот как раз-таки не могла проходить, проезжать, а лошади в сугробах, которые были по колено, очень легко маневрировали кавалеристы.
Сохранились кадры, где командир дивизии Плиев вместе с начальником штаба Туликовым объезжает позиции, и вместе с ними еще один кавалерист, это артист госцирка Туганов. Как вспоминал сам Плиев, Туганов был артистом в Москве, в московском цирке, и когда он узнал, что кавалерийская дивизия под командованием его земляка Иса Плиева держит оборону здесь, под Москвой, у Волоколамского шоссе, Туганов со всей своей труппой добровольно отправился на фронт в дивизию Плиева. Я даже не помню, кто снимал, когда снимал, чего снимал. Это вот адъютант, это Туганов, это артист госцирка. Вот сейчас, да? Нет, он тогда был в цирке и со своей конной группой пришел к нам на Волоколамское шоссе. По тылам где-то ходят, видно. Да, мы же под Москвой ходили дважды. Один раз ходили в августе, а другой раз попозже. За дерзкие рейды по тылам противника, за мужество и стойкость, проявленные при защите столицы, 50-я дивизия Плиева стала именоваться 3-й гвардейской кавалерийской дивизией, а группа Даватора – 2-м гвардейским кавалерийским корпусом. Очень тепло и с уважением отзывался о генерал-майоре Плиеве и о его умелых действиях в ходе боев под Москвой маршал Советского Союза Василевский. После гибели в бою генерала Даватора руководил 2-м гвардейским кавалерийским корпусом Иса Плиев. Во время Сталинградской битвы соединения Плиева сражались на Сталинградском, Юго-Западном, Донском фронте. Известный факт, когда Иса Плиев передал приказ на остинском языке. Они получили сведения о том, что немцы готовятся к атаке, и все радиотелеграммы перехватывали немцы, и поэтому Плиев решает передать приказ на остинском языке начальнику политотдела 5-й гвардейской кавалерийской дивизии подполковнику Магомету Бритаеву. Он передает на остинском языке приказ, Бритаев переводит его на русский, немцы подняли целую шумиху, что русские применили новый шифр. И пока они ломали голову, как расшифровать приказ Плиева, ночью казаки атаковали немцев. Бурку Магомета Бритаева также сегодня можно увидеть в музее Иса Александровича Плиева. Умело маневрируя, Плиев создавал иллюзию, будто в тылах противника действует не просто кавалерийская дивизия, а целая кавалерийская армия. Также казаки Плиева сыграли решающую роль в окружении 6-й армии Паулюса. Они одни из последних замкнули кольцо. Плиев также награжден и медалью за оборону Сталинграда. На фронте, видите, всегда перед нашим братом стоят конкретные задачи. И в целях выполнения, наилучшего выполнения этих задач, все мысли, собственно, были сосредоточены на этом, как возможно лучше выполнить задачу. Конечно, могут быть какие-то личные воспоминания, личные переживания и так далее, но это все-таки не главное. Все же Плиев понимал, что 20 век, уже Вторая мировая война, война моторов, техники, танков, бронемашин, самолетов. И Плиев понимает, что надо все-таки усовершенствовать кавалерийские дивизии, дополнив их техникой. И является инициатором создания одной из первых конно-механизированных групп, которая так и называлась, группа генерала Плиева. Помимо того, что там были кавалерийские части, туда также вошли и артиллерийские соединения, танковые соединения, самолеты. То есть велась активная разведка. И если в первых годах войны 41-42 все-таки кавалерия еще была как род войск, как боевая единица, то уже ближе к концу войны, как бы это печально ни было, было понятно, что кавалерия все-таки потихоньку себя начинает изживать, и поэтому конь становится транспортом, таким средством передвижения. Казаки делились на трое, то есть в ходе боя они должны были спешиваться и вести боевые действия как пехотинцы.
Надо сказать, что Плиев командовал войсками не только в Московской и Сталинградских битвах, а также в Березниковато-Снегиревской операции. Плиев умело командовал войсками и форсировал Южный Буг в ходе Одесской операции. Казаки Плиева одни из первых вошли в освобожденный город Одесса, за что в апреле 1944 года Иса Александрович Плиев был представлен к званию Героя Советского Союза. Это была его первая золотая звезда героя. Затем казаки Плиева отличились на Белорусском фронте, то есть практически благодаря своей мобильности они сражались на всех фронтах. К концу 44-го, начало 45-го года уже начинаются бои в Польше, Венгрии, и Плиев участник Будапештской операции. Он командует также войсками. В 2013 году, к 110-летию со дня рождения трех прославленных полководцев, героев Советского Союза, генералов Иса Плиева, Георгия Хитагурова и Хаджи Умара Мамсурова, мною была написана исследовательская работа. Тогда впервые объектом моего исследования стала в том числе и биография Иса Александровича Плиева. Собирая полевой материал, я общался и с родственниками, и с очевидцами тех событий, и с ветеранами Великой Отечественной войны. Мне удалось пообщаться с ныне покойной ветераном Великой Отечественной войны Татьяной Трофимовной Серюковой-Плечевенко. Она была награждена Орденом Отечественной войны второй степени, и также на груди у нее были медали, в том числе и медаль за взятие Будапешта. И вот она рассказывала, что она лично видела и издалека Плиева, и лично видела плиевцев. И она видела, что приехал Плиев вместе со своими казаками, а она была поваром, готовила обед и служила в понтонных частях. И как раз они наводили переправу через реку. И тут, говорит, пришли казаки, я им, наши плиевцы, ребята, горцы, и, говорит, им первым кашу, еще своим не понесла. Тут смотрю, они все поели, пришли с ведрами. Я говорю, зачем вам ведра, ребятушки, что вас так много? Оказывается, они в первую очередь не сами сели есть, а пошли кормить своих лошадей. То есть так была тесна связь всадника со своим конем. И в том числе это и касалось Иса Александровича Плиева, который говорил своей матери Аминат Игнатьевне: «Помолись 3 пирогами за меня и за моего коня». Великая Отечественная война закончилась, но, как мы знаем, за 2 месяца было приказано, чтобы война для Плиева закончилась в Праге. День Победы вас застал. День Победы мы были на территории Чехословакии. Вот. Готовились к очередному решительному прыжку на Прагу, поскольку там были войска немецкого фельдмаршала Шернера. И как тогда говорил товарищ Сталин, что я надеюсь, что наша Красная Армия приведет в чувство этого фельдмаршала. Вот мы готовились его добить. Это было такое решительное, последнее наступление. И в результате этого наступления мы вышли к Праге. Первый украинский фронт шел с севера, от Берлина. А я от второго украинского фронта своими корпусами и дивизиями шел отсюда от Брно на северо-запад, еще, и потом строго на север. Вот, и вышел на южную окраину города. Ну, наш командующий фронтом Малиновский не знал о том, что мы вошли в Прагу. И, к сожалению, это дело осталось как-то в тени, а вся слава досталась Первому украинскому фронту. Надо сказать, что Плиев был неоднократно ранен. В 1944 году он был тяжело контужен, но отказался от госпитализации и практически пережил контузию на ногах. Также в фильме «Товарищ генерал» есть документальные кадры, когда Плиев бреется прямо на переправе. Он вспоминал, что это была Белоруссия, навели мосты, но немцы их очень часто бомбили с самолетов. И тогда Плиев решил приободрить своих солдат, и он говорит своему адъютанту: давай, парикмахера, будем бриться. А адъютант говорит: товарищ генерал, как бриться, немцы бомбят, не дай бог. А Плиев сел, снял свою фуражку и вот
таким образом подбодрил своих бойцов. Мы строили переправу, да? А немцы стреляют по этим местам. Я адъютанту говорю, давай, парикмахер, побреемся. Он говорит, товарищ Иванович, нельзя бриться. Я говорю, почему? Ну, убьют. Также Исаак Александрович Плиев был участником легендарного парада Победы, который состоялся 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади. Плиев шел в составе 2-го Украинского фронта, в командной группе 2-го Украинского фронта, вместе с командующим фронтом маршалом Малиновским. Буквально через несколько дней Плиеву был дан приказ отправиться на Забайкальский фронт, где готовилось нападение на милитаристскую Японию. Несмотря на то, что для советского народа Великая Отечественная война, война с Германией закончилась, Вторая мировая продолжалась. Плиев снова был направлен на восток, командовать объединенными соединениями советской и монгольских армий. Плиева называли «генерал вперед», потому что он все время, подгоняя свои части, часто оказывался впереди, и это случилось и в Японии. Они ехали на Виллисе, как вспоминал Плиев, он подгонял части, и оказался в городе, который был под контролем японцев. Крепости Жахе. Когда Плиев он понял, что поворачивать назад бессмысленно. Что же делать тогда, они подумали, а их был всего водитель, адъютант и Плиев. Тогда Плиев приказывает часовым вызвать командующих гарнизонами. К Плиеву вышли высокопоставленные офицеры, комендант крепости, полковник генерального штаба Накамура. Плиев представился, сказал, что я являюсь генерал-полковника таким-то, как сам говорил Плиев в фильме «Товарищ генерал». Японцы ему не поверили и сказали, что мы знаем, что в советской армии есть такой генерал-полковник, но мы знаем, что он сейчас на Западе. А Плиев сказал, на Западе мы уже закончили, теперь пришли к вам. Я предлагаю вам сдаться. Если через 2 часа гарнизон крепости не сдастся, то вы будете обстреляны, и гарнизон крепости будет уничтожен. Через 2 часа весь гарнизон крепости, который составлял более 5000 человек, сдался. Так, 20 августа 1945 года капитулировала крепость Жахе. За это Исаак Александрович Плиев был представлен ко 2-й звезде Героя Советского Союза в сентябре 1945 года. То есть мы можем назвать Плиева не только умелым военачальником, но и даже дипломатом. К сожалению, имя Исаака Александровича Плиева пытались очернить даже еще при жизни, связав его имя с кровавыми событиями в Новочеркасске в июне 1962 года. Якобы командующий Северокавказским военным округом Плиев отдал команду стрелять по мирным жителям. На самом деле это не так, я могу вам даже зачитать. Главная военная прокуратура в ходе проверки в июне 1992 года виновность Плиева не установила. Таким образом, все обвинения, высказанные в адрес генерала Плиева, могут являться ложными. В 1962 году в ходе Карибского кризиса советское правительство выбирает и назначает командующим ограниченным контингентом советских войск на Кубе именно Исаака Александровича Плиева. Плиев отправляется на Кубу, но на самом деле он отправился туда под псевдонимом Павлова Ивана Александровича, и ЦРУ долгое время ломало голову, кто такой Павлов Иван Александрович. Многие говорили, что это была ошибка, что куда отправили кавалериста Плиева, командовать ракетными частями, этим должны были заниматься или генерал-артиллерист, или зенитчик, но никак не кавалерист. Но Исаак Александрович Плиев проявил себя и на Кубе. Просто, как уже неоднократно было сказано, мир не оценивает еще всю роль и заслуги Плиева в Карибском кризисе, потому что в его руках в действительности был ядерный чемоданчик. И он мог принимать решения, не согласовываясь с руководством Советского Союза. Благодаря умелым руководством и решительным действиям Исаака Александровича Плиева не началась Третья мировая война. Надо сказать, что Плиев находился несколько месяцев на Кубе, он очень тяжело был болен, у него была температура под 40, у него очень были больные почки, но тем не менее он продолжал командовать войсками.
Я студент исторического факультета СОГУ. У меня такой вопрос возник. Вот вы затронули тему Карибского кризиса. Я хотел бы знать, что именно послужило отправкой Советским Союзом своего контингента на Кубу. С окончания Второй мировой войны прошло 20 лет, и снова мир стоял на пороге войны, мировой войны, Третьей мировой войны. Но это уже была ядерная война. Противостояли два, если мы можем так сказать, лагеря. Это страны капиталистические и социалистические, то есть во главе с Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом. В то время руководителем страны был Никита Сергеевич Хрущев, в Америке Джон Кеннеди, президент. К власти в ходе революции на Кубе пришел Фидель Кастро, и Куба это была единственная социалистическая страна в Северной Америке. Она входила в социалистический лагерь стран. Ее даже негласно называли одной из республик Советского Союза. И Советский Союз всячески оказывал поддержку Кубе. И когда американцами были установлены ракеты в Турции и в Италии, то есть всего за несколько минут ракета с ядерной боеголовкой могла долететь до Кремля. А советские ракеты не могли долететь до Америки, так как располагались очень далеко. И поэтому было решено на Кубу отправить ограниченный контингент войск, более 40 тысяч человек, вместе с вооружением, боевыми орудиями, в том числе и ракетами Р-12 с ядерными боеголовками. Иса Александрович Плиев, дважды Герой Советского Союза, Герой Монгольской Народной Республики, генерал армии, скончался 6 февраля 1979 года. Прощание с генералом проходило в Москве. После этого самолет с гробом Иса Александровича Плиева был доставлен во Владикавказ, где также проходило прощание с генералом. Похоронили генерала на Аллее Славы. Совсем недавно было 40 лет со дня кончины Иса Александровича Плиева. Эту трагедию очень тяжело переживал в 1979 году не только остинский народ, но и народ Монголии. Интересный факт, что казаки думали, что Плиева повезут поездом, и поэтому они выстраивались на каждой станции от станицы Кущевской, это знаменитая станица, где в 1942 году велись ожесточенные бои на Кубани, и до Минеральных вод на каждой станции стояли уже пожилые седоволосые казаки, которые служили под командованием Иса Александровича Плиева. Тем самым они хотели отдать свою дань памяти. Там, где горят леса, дерется наш Иса. Он смел, горяч в бою за родину свою. Так поется в этой песне, сложенная осетинским народом о своем прославленном земляке. В 1979 году, когда Иса Александрович последний раз приехал в Осетию, то в театре специально был отозван с гастролей ансамбль «Алан». Иса Александрович Плиев тогда сказал, что сколько уже во мне крови, когда они делали переливания в ходе моих ранений. Какая бы сейчас кровь не струилась в моих жилах, я все равно остаюсь осетином, и когда я слышу осетинскую мелодию, мне так и хочется танцевать. И в действительности, практически до самой старости, Плиев очень хорошо танцевал. В тот же вечер Иса Александрович Плиев, шутя, сказал руководителям нашей республики, что если задумаете мне поставить памятник, не забывайте, что я сроднился с конем. Таким меня и должны запомнить потомки. И в действительности сегодня в городе Владикавказе установлен огромный памятник Иса Александровичу Плиеву. Когда каждый раз мы проходим по набережной, мы можем его увидеть, где Иса Александрович Плиев на коне.